В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов и Юлия Великодная. Смотрите в программе. Дело по факту хищения в НХМ Якутии вернули в прокуратуру. Решение принято сегодня Верховным судом. В Якутии участились случаи обморожения детей, в большинстве по вине взрослых. Даты выплат пенсий в стране временно изменятся из-за новогодних каникул. Квитанции за коммунальные услуги пополнят 4 пункта. В Якутии начнут действовать новые нормы по обращению с мусором. Серебро на вес золота. Из Иркутска в Ленск с турнира вернулись юные хоккеисты. Бюро добрых услуг. В Нерюнгри стартовал проект с символичным названием «Помощница». Дело о хищении в Национальном художественном музее судом возвращено в прокуратуру. Такое решение принял сегодня Верховный суд на рассмотрении дела обвиняемой Туяры Анисимовой, которая проходит фигурантом по делу. Напомним, что сумма хищений составила более 40 миллионов рублей. В совершении преступления обвиняются 3 экс-сотрудника музея: директор по финансам, бухгалтер и сотрудник отдела кадров. По версии обвинения, подозреваемые распределяли сэкономленные средства фонда оплаты труда между собой, похитив 14 миллионов рублей. Кроме того, с ноября 2013 года по май 2017 фиктивно трудоустроили родственников и перечисляли заработную плату. Полученной суммой в 26 миллионов рублей они распорядились сами. Из-за неполадок банкомат выдал 60 тысяч рублей другому человеку. В дежурную часть Мирнинской районной полиции по факту кражи денежных средств в размере 60 тысяч рублей обратился мужчина. По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан 31-летний местный житель. Установлено, что незадолго до инцидента потерпевший решил снять в банкомате банка ВТБ-24 денежные средства. При выполнении операции банкомат завис. Мужчина решил, что терминал сломался, забрав карту и ушел. Однако банкомат все же выдал деньги, которые заметил один из посетителей банка. Уловив удобный момент, он похитил деньги и скрылся. Возбуждено уголовное дело по части кража. Приговор еще не выдвинут, проводятся судебные разбирательства. По данному факту органы дознания неоднократно принимают решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Расценивая данный факт как находку. 26 октября 2018 года по данному факту инициировано возбуждение уголовного дела. Обвиняемого установлено то, что данное лицо ранее неоднократно привлекалось к уголовной ответственности. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. 12-летний Максим, поиск которого велся в Мирнинском районе, найден живым и здоровым. Мужчина привел в магазин «Мегаполис». Мальчик был найден у него на даче. Плачет замерзший, сообщили в штабе волонтеров. Ранее мы сообщали, что в Мирном пропал Максим Колмаков, ученик 6 класса Мирнинской средней общеобразовательной школы номер 8. В поисках было задействовано 3 машины волонтеров и группы МВД. В Якутии участились случаи обморожения детей. С наступлением холодов в республиканскую больницу номер 2 уже обратилось 6 детей с обморожениями. В медучреждении озвучили общую статистику пострадавших от холода. Тему продолжит Саргалана Федорова. В 90-е годы случаи обморожения детей были единичны, говорят врачи. Они предполагают, что именно невнимательность современных родителей – причина увеличения количества таких случаев. Уже появились случаи в год в среднем по 2-3 раза, когда дети вследствие глубоких обморожений теряют пальчики, теряют часть пальца, да? Обращаются поздно, и это, конечно, очень печально, потому что дети – это наше будущее, и уже в совсем маленьком возрасте они становятся инвалидами. Это, конечно, очень вопиющие случаи, я считаю. Сегодня в палате больницы лежат 21 человек с отморожениями. Среди них 3 детей. Причинами отморожения у детей стали потерянные варежки и длительное нахождение на холоде, то есть недогляд родителей. А среди взрослых 95% пострадавших – это мужчины трудоспособного возраста. И в 88% случаев это социально адаптированные люди, но злоупотребляющие алкогольными напитками. В последнее время участились поступления пациентов в состоянии отравления неизвестным веществом. Предполагается, что это какие-то курительные смеси, либо содержащие наркотические вещества.
Один из пациентов попал в больницу неделю назад прямо с улицы, благодаря неравнодушным прохожим. Он отморозил руки, поступил сразу после отморожения, поэтому угрозы ампутации пальцев нет. Ну, ему в течение недели оказана помощь, там, перевязки и остальное лечение, там, интервенные влияния, антибиотики и так далее. Сегодня в России нет общих медицинских стандартов, как правильно оказывать медицинскую помощь при общем охлаждении. Врачи республиканской больницы номер 2 разработали канву такого стандарта и уверены, что им удастся защитить свой проект и тем самым снизить смертность от обморожений. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Более 2 миллионов тонн грузов перевезли в республику внутренним водным транспортом в этом году. Навигация прошла успешно. Речники перевыполнили план по завозу жизнеобеспечивающих грузов на 106%, а по арктическим рекам на 101%. Что касается планов на следующий год, то финансирование навигации предусмотрено в полном объеме. Об этом сообщили в ходе совместного заседания экспертного совета Росморречфлота, правительства Якутии, Иркутской области и Чукотки. В целом коллеги полностью справились, и вот те задачи, которые мы ставили в этом году в Иркутске перед началом навигации, они были выполнены. В следующем году точно так же перед началом навигации будет проведено предварительное заседание экспертного совета. Если те планы, которые сегодня были озвучены, они реализуются, то итогом является вот такое заседание экспертного совета. Просто четко посмотрели и убедились в том, что те планы и мероприятия, которые были определены, они благополучно выполнены. Соответственно, задачи на следующий год точно такие же. Подготовка предприятий и обеспечение всех структур, которые участвуют в выполнении северного завоза. В 2018 году в целом навигация прошла успешно. Отчасти в основных акваториях были благоприятные природные условия, но и скоординированная работа хочу отметить. С каждым годом мы видим повышение качества работы в этой сфере, но и большое значение здесь имеет как раз взаимодействие между федеральным агентством и регионами, за что хочется признательность руководству федерального агентства выразить. Сегодня на экспертном совете мы в очередной раз это констатировали. Там же на заседании премьер Якутии Владимир Солодов подтвердил финансирование Жатайской судоверфи за счет федеральных средств в размере 4,2 миллиардов рублей. Напомним, комплексный инвестиционный проект вошел в новую редакцию госпрограммы. Отметим, на данный момент флот, имеющийся в наличии у предприятий республики и Ленского бассейна, устарел и требует замены. В инвестпослании глава Якутии Айсен Николаев включил строительство Жатайской судоверфи в число наиболее значимых для Якутии проектов наряду со строительством моста через Лену, а также вторых очередей строительства онко- и кардиодиспансеров. Что касается груза, для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» в навигацию переведено более 183 тысяч тонн. Всего в период навигации было сделано порядка 220 судорейсов. Привлекались региональные операторы. Как сказал замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк, в 2019 году будет завершающий этап строительства «Силы Сибири», поэтому необходимо заранее запланировать завоз грузов для нужд компании. Некоторые пенсионеры получат 2 пенсии в декабре. Это связано с тем, что первые дни Нового года являются нерабочими, и даты выплаты пенсии сдвигаются на декабрь, разъяснили в пенсионном фонде. Это касается всех способов выплаты через банк или через почту. Например, в случае с почтой досрочно выплата будет произведена тем, кто получает пенсию 1 или 2 числа. С 3 января 2019 года почта работает в штатном режиме, за исключением выходного дня 7 января. Что касается банков, там действует аналогичный принцип. Однако многие банки не работают все новогодние праздники, вплоть до 8 января. Поэтому получающие пенсию через них в эти дни получат ее в декабре. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о стратегических направлениях развития образования в республике. В указе приоритетными направлениями являются вхождение в число 15 лучших субъектов России по качеству образования, формирование эффективной системы и создание условий раскрытия способностей и талантов. К 2020 году должна быть разработана комплексная программа профессиональной ориентации, направленная на повышение мотивации детей к выбору наиболее перспективных и востребованных
востребованных профессий со 100% охватом. В связи с этим проводятся различные мероприятия и проекты. В целях реализации указа главы Республики Саха-Якутия о стратегических направлениях развития образования Республики Саха-Якутия до 2024 года в декабре 2018 года идет реализация проекта «Билет в будущее». Проект проводится с целью поддержки профессионального самоопределения и профессиональной ориентации у высокомотивированных учащихся 6 по 11 классы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха-Якутия и Российской Федерации в целом. В Якутске откроет новый IT-парк, который станет главной точкой развития отрасли в регионе. Где его строят и чей стартап могут поддержать, узнавал Дмитрий Тымыров. 8 этажей и все для молодых стартапов. Новый IT-парк откроется буквально через пару недель. А пока здесь идут ремонтные работы. На данный момент ведутся в основном демонтажные работы и подготовка уже к чистовым, так скажем, работам. Да? На этажах с 1 по 8. Перед будущим IT-парком стоит задача аккумуляции и коммерциализации высокотехнологических проектов Якутии на уровне национальных стандартов и интеграции в национальную и международную инновационную экосистему. Этот IT-парк будет самым айтишным местом в городе. Здесь будут не только, так скажем, располагаться IT-компании, но также проходить различные мероприятия, которые будут притягивать айтишников, даже не расположенных в этом здании, но здесь будет постоянно происходить общение между IT-компаниями, между людьми, которые в этой отрасли связаны, и в этом одна из наших главных целей. Да. Сегодня попасть в этот IT-центр могут молодые компании, у которых уже есть определенный опыт работы в IT-сфере. По словам координатора, здесь будут созданы условия для продвижения своего бизнеса и своего проекта уже на большие масштабы. Александр отмечает, что на сегодня желающих попасть сюда больше, чем сами предлагаемые помещения. Мы хотим здесь собрать компании разных стадий, да, то есть это будут и уже сформировавшиеся IT-компании, и, что самое интересное, это молодые IT-компании с большим потенциалом роста. Молодые люди из компании «Фантастик», который был создан в 2015 году, потенциальные резиденты нового центра. Ведь, несмотря на юный возраст компании, их IT-продукты уже считаются лидерами продаж в нескольких странах мира. У нас уже есть одна хитовая игра Radiant One. Она вышла на айфоны в августе этого года. И хорошо продается, стала топ-селлером в России, в Китае, в США. И сейчас у нас в планах рост уже. Как отметил Эдуард Готовцев, переезд в новую площадку даст им возможность еще больше расширить потенциал своей компании и своей команды. Это очень большая помощь и акселерация именно нашей компании. И я думаю, что тем самым мы можем превратиться в большую компанию, которая может обеспечить трудовые места в республике, стать крупным налогоплательщиком, и мы можем также помогать и другим молодым ребятам. Желающих попасть в число резидентов нового IT-парка приглашают принять участие и подать свою заявку в технопарк Якутия. И, возможно, именно ваша компания и ваш проект получат шанс выйти на мировой уровень. Сегодня это становится возможным благодаря указу главы региона Айсена Николаева по инновационному и цифровому развитию республики. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Квитанции за коммунальные услуги пополнят 4 пункта. В Якутии начнут действовать новые нормы по обращению с мусором. Серебро на вес золота. Из Иркутска в Ленск с турнира вернулись юные хоккеисты. Бюро добрых услуг в Нерюнгри стартовал проект с символичным названием «Помощница». В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Квитанции за коммунальные услуги пополнятся еще 4 строками. Со следующего года на территории республики начинают действовать новые нормы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сегодня Госкомцен пояснил, какие изменения ожидают в 2019 году. Ответственность за вывоз мусора ляжет на региональных операторов. Оборудование, содержание санточек, транспортировка и захоронение мусора также входит в его обязанности. Всего Якутия будет поделена на 5 зон, пока сколько именно будут оплачивать люди, неизвестно. Тарифы еще не утверждены, но, вероятнее, на каждой зоне тариф будет отдельный.
С 1 января вся республика начнет платить эти платежи, и не только население, но и предприятия, и предприниматели по тем тарифам, которые будет утверждать Государственный комитет по ценовой политике. Размер тарифов сейчас определяется, считается. Конечно, появляются новые затраты, которые дают удорожание этого тарифа, но по нашим расчетам на человека, допустим, месяц расчеты, ну, допустим, если взять город Якутск, благоустроенное жилье, там показывают, что расходы будут выше, чем, не выше, чем на 100-120 рублей на человека в месяц. И продолжая тему, на примере Якутска в первую очередь поменяется сама базовая ставка за счет того, что растет годовой норматив накопления ТБО. Это дает 9% удорожания. Дальше должна включаться оплата за негативное воздействие на окружающую среду, которую раньше никто не платил. Инвестиционная программа по обустройству полигонов и содержание регионального оператора. Сегодня инвестпрограммы имеют Якутск, Алдан и Нерюнгри. По остальным населенным пунктам в тариф, возможно, будут включены проектно-изыскательские работы по местам захоронения твердых коммунальных отходов. В любом случае содержать свалки на местах все равно придется. Напомним, окончательный тариф по обращению с отходами должен быть утвержден до 20 декабря. В Нерюнгри стартовал проект с символичным названием «Помощница». Бюро добрых услуг развивается в рамках пока непривычного для республики социального предпринимательства. Потребность нуждающихся людей в социальных услугах в Нерюнгри немало. Какие именно услуги предоставляет помощница и от какой помощи не откажется сама, расскажет Тамара Игнатьева. Идея создать бюро добрых услуг, где по доступным ценам оказывают помощь всем желающим, у нерюнгринцев витала давно. Помощница зарегистрирована в реестре поставщиков социальных услуг, имеет возможность оказывать их полностью или частично безвозмездно на основании индивидуальной программы, выданной органам социальной защиты населения. Мы предлагаем широкий спектр услуг, такие как няни, как я уже сказала, для детей практически с 0 лет. Сиделки у нас с медицинским образованием. Есть люди, у которых большой опыт работы. То есть медицинского образования нет, но люди приносят нам рекомендательные письма, что они уже работали в семье. То есть есть определенный опыт ухода за нуждающимися. Полить цветы, погулять с домашними питомцами, сходить за продуктами в магазин и многое другое. Возможно сотрудничество с предприятиями на условиях аутсорсинга. Помощница – это еще и отличная возможность для безработных устроиться на почасовую работу. У меня пока нет основной работы, я вообще-то уже и на пенсии. А так, то, что утром пришел, убрал, график работы устраивает, удобный. Что звонят, мы приходим. Даже муж мой приходит. Он даже заполнил анкету, когда у него время есть, то его вызывают, то мебель собрать, тут он в магазине ковролин стелил, приходил. В целях развития собственного дела помощница воспользовалась мерами государственной поддержки, получила грант от районной администрации, приобрела средства по уходу за инвалидами, а еще создала сайт, где размещены документы с информацией об услугах и прейскурант. Как и в любом деле, предприниматель сталкивается с определенными трудностями. В городе нет квалифицированной информационно-методологической помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, либо же индивидуальным предпринимателям. То есть это пласт информации очень большой, и, как мы сейчас все знаем, законодательство очень стремительно меняется. И по факту, по социальному предпринимательству нет конкретных законов, и это усложняет работу. Недавно Бюро добрых услуг «Помощница» стало участником конкурса на лучший соцпроект и надеется на содействие властей, бизнес-сообщества, неравнодушных людей, то есть всех, для кого гуманизм, доброта, человечность являются не просто словами. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Выставку «Якутск. Город равных возможностей» организовали в торговых рядах Кружала в рамках Декады инвалидов. Общественные организации показали, какой может быть занятость людей с ограниченными возможностями здоровья. Также были продемонстрированы технические средства реабилитации и средства по уходу за лежачими больными. Специалисты Пенсионного фонда, Управления соцзащиты и Центра занятости консультировали желающих. Подробнее о мероприятии расскажет Ольга Башук.
Первая выставка «Якутск. Город равных возможностей» проведена в 2011 году. По словам министра труда и социального развития республики, именно с этого времени началось формирование региональной программы по созданию доступной среды для инвалидов в республике. Люди с ограничениями здоровья не должны испытывать трудности в обычной жизни, на улице, в магазине или поликлинике. Федеральная программа «Доступная среда» подразумевает комплексную адаптацию различных групп инвалидов, а именно слабослышащих, слабовидящих и маломобильных групп населения. Наша компания предлагает под ключ разработку проектов по доступной среде, начиная от паспортов доступности и заканчивая полной адаптацией зданий для приема разных категорий граждан. Это могут быть от кнопки вызова персонала, маркировка дверных проемов, тактильные направляющие для прохождения кабинета специалистов, мнемосхемы и многое другое. На выставке были представлены игры для различных групп инвалидов, в том числе настольные игры для слабовидящих людей. Тренер по легкой атлетике Республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта отметил, что занятия проходят по таким видам спорта, как легкая атлетика, вольная борьба, пауэрлифтинг, волейбол сидя, настольный теннис, плавание и национальные настольные игры. Ежегодно спортсмены центра представляют республику на всероссийских и международных соревнованиях и завоевывают призовые места и медали. Сегодня мы представляем шоу-даун. Это настольный теннис для незрячих людей. Он у нас представлен и в международном уровне, и на всероссийском уровне его играют. В нашей республике этот спорт начал культивироваться сравнительно недавно. И сейчас мы проводим чемпионаты республики, республиканские турниры среди незрячих людей, и спорт начинает набирать обороты. Одна из старейших общественных организаций «Учебно-производственный комплекс трудовой реабилитации инвалидов» представила на выставке свои изделия. Организация осуществляет свою деятельность в нескольких направлениях. Это типография, столярный цех. Также работают обувной сувенирный цех, где помимо пошива и ремонта обуви выпускают национальные украшения ручной работы из кожи и меха. В швейном цеху изготавливают ватные и швейные изделия, спецодежду, постельное белье, халаты и рубашки. Но вопрос о трудоустройстве инвалидов все еще остается открытым. Трудоустройство инвалидов – это каждый индивидуально, решается индивидуально и рассматривается как индивидуальный случай. Очень актуальна служба поддержки, служба сопровождения инвалида. Очень актуальны размеры, виды трудозанятости, потому что современная молодежь никак не хочет соглашаться с тем, что они могут работать дворниками, разнорабочими и так далее. Сегодня в России стабильную работу имеет 28% инвалидов трудоспособного возраста. К 2025 году планируется увеличение доли трудоустроенных инвалидов до 50%. Идут работы по совершенствованию механизма контроля за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места, а также создаются условия для расширения возможностей их трудоустройства. Ольга Башук, Владимир Павлов, Якутск. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Мирнинского района, о которых расскажет наш корреспондент Марфирина Алексеева. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. В столице Алмазного края день выдался облачным. Температура воздуха минус 37-38 градусов. Но из-за ветра, который составил 3 метра в секунду, охлаждение ощущалось на минус 45-47. До конца этой недели погода почти не изменится. Незначительное повышение температуры произойдет в четвергу. А теперь немного об актуальных событиях. На днях в Мирнинском политехническом институте прошло открытое первенство по национальной якутской борьбе «Хапсагай». Состязание проводится уже 5-й год. Основная задача – популяризация национального вида спорта, профориентационная работа для дальнейшего поступления в вуз и определение состава сборной команды института для дальнейшего участия в чемпионате и турнирах в Северо-Восточном федеральном институте в городе Якутске. В соревновании могли принять участие все желающие спортсмены выше 17 лет, имеющие врачебный допуск. Категории у нас 6, до 55, до 62, до 70, до 80, до 90 и свыше 90 килограмм. Каждый год у нас все больше участников становится. В этом году очень хорошие призы, так как нас спонсировала наша кафедра нефтегазового дела. На базе детского сада номер 1 прошел конкурс «Битва хоров».
Песни композитора Шаинского исполнялись детьми всех садов города. Победу одержал хор сада «Белоснежка». Весь наш конкурс разбит на 3 этапа, потому что участников очень много, заявок поступило очень много. В каждом этапе принимают участие от 4 до 5 детских садов нашего города и района. На этом пока все. До новых встреч. Настоящий праздник в аэропорту Ленска устроили самые рьяные болельщики команды «Северный легион». Родители встречали хоккеистов с плакатами и фейерверками. Спортсмены вернулись из Иркутской области, где заняли 2-е место в турнире на Кубок «Газпрома». Лучшим нападающим турнира был признан ленский спортсмен Александр Зинченко. Игра прошла в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Играли с командами поселка Магистральный, городов Братска и Иркутска. Разрыв с победителями был всего в 2 очка. Хозяева все же взяли первенство, но ленским хоккеистам удалось обойти братчан, одержать победы над иркутянами и стать серебряными призерами турнира. И у победителей соревнования поселок Магистральный тоже 5 побед, 1 поражение. Ну, кстати, от нас поражение. Вот. И у нас только 2 очка отделило от 1-го места. Первый день, получается, первую игру проиграли Магистральному 0-3. 2-ю игру выиграли у Братска 6-0, 3-ю игру выиграли у Иркутска 3-1. Во 2-й день обыграли Магистральный 2-1 по буллитам, выиграли Иркутск 2-1 в основное время и Братск обыграли 3-0. А в Алдане заниматься хоккеем и катанием на коньках станет комфортнее благодаря строительству Ледового дворца. Его построят на основе государственно-частного партнерства. Финансовое бремя строительства республика разделит с компанией «Газпром». Договоренности достигли на встрече главы Якутии Айсена Николаева с председателем правления компании Алексеем Миллером. Под спортивное сооружение уже выбрали место, идут последние согласования по объему капиталовложений. Хоккей и конькобежный спорт в Алдане популярны среди детей и взрослых. Появление Ледового дворца даст стимул к развитию существующих и появлению новых зимних видов спорта. Вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Алдан, он уже рассматривается довольно-таки продолжительное время, и был выбор строительства либо физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном или физкультурно-оздоровительного комплекса с хоккейным кортом, так называемый Ледовый дворец. И вот по последним итогам встречи главы республики и руководителя ПАО «Газпром» было принято решение о строительстве в городе Алдан Ледового дворца. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь и будьте всегда в курсе.